и принимались определенные решения там, но я как юрист, я всегда относился к тем решениям, которые принимаются на улице, ну, в определенной степени не то что настороженно, но в то же время сдержанно, потому что то, что принимается на улице, это можно какое-то направление, что ли, брать, но за основу абсолютно нельзя брать. Вот общество не может отойти, правда, юристы практически все единодушны, когда мы говорим, что Конституция превыше всего, а не решение каких-то великих, даже если великие называются национальные собрания. Я думаю, что в некотором роде вот это решение провести 21 мая Великое национальное собрание, это где-то жест отчаяния правящей партии, потому что в последнее время очень много нареканий уже со стороны народа, не только с каких-то соперничающих политических сил, а уже со стороны народа открыто звучат недовольства в адрес правящей партии. То, что в парламенте безапелляционные такие решения принимаются, в то время как демократические принципы говорят о том, что неотъемлемая часть парламента – это и оппозиция, и необходимо проходить через такое чистилище, что ли, оппозиции. Мы можем жаловаться, что оппозиция не такая или другая, кусачая, да, но в то же время мы должны это соблюдать. Ну и плюс еще, конечно, все обозреватели, все политологи говорят, что это перед саммитом, который будет в начале июня, и власть не может по-другому себя показать в положительном свете, а вот это как соломинка утопающих. По крайней мере, я предполагаю, и я думаю, что способ, конечно, он такой масштабный, какой-то грандиозный, но он абсолютно не отражает те реальности, которые у нас есть в Республике Молдова. Один из пользователей соцсети Facebook, небезызвестный Валерий Асталеп, написал: если я приду 21 мая, мне дадут сказать, что я думаю? Кому будет предоставляться возможность сказать что-либо? Ну, я думаю, что во все времена, и сейчас в том числе, кто организует, тот тому и будут предоставлять слова. Поэтому, уважаемый господин Асталеп зря надеется, что ему дадут слово. И таким, как Асталеп, и, может быть, и таким, как я, который скептически к этому относится, абсолютно не получится там брать слово. Там действительно будет это такой марш сторонников власти. Вот и все. Вы упомянули, Николай Петрович, Конституцию Республики Молдова как документ, который превыше всего. И, безусловно, есть такая декларация независимости Молдовы, которую мы также все знаем, которая была утверждена чуть раньше, чем Конституция. Вот таким спорным моментом явился название румынский, то молдавский язык. Какой закон выше? Вот вы как доктор права, простите, с вашей точки зрения, все-таки какой документ является наиболее весомым в жизни вообще Молдовы? Во всем мире я как доктор права, это подтвердил съезд юристов Республики Молдова, неформальная организация, неправительственная организация, которая однозначно сказала, что превыше Конституции нету у нас документа. Да, это может быть какой-то ориентир, вот эти декларации разные и так далее. Но Конституция превыше всего, и об этом говорит ведь как и закон о конституционном о Конституции, и сама Конституция говорит об этом, и конституционная юрисдикция, которая до того, что было принято
до принятия Конституции, те документы, они относятся к совсем другому, в другой полочке. В другой сфере, да. Другой полочке расположат. А вот приняли Конституцию в июле 1994 года. Вот с того момента Конституция Республики Молдова является высшим законом. И абсолютно ни один другой документ не может его подменить, за исключением. Есть законные методы дополнения этого основного документа. Так вот, если кому-то кто-то так считает, пожалуйста, необходимо все эти процедуры соблюсти, и только после этого можно внести что-то в Конституции. Но вот эти последние внесения в Конституцию, вот насколько вы считаете, хотя они Конституционным судом также были признаны правильными, а как считаете вы? Они Конституционным есть, судом... кстати, еще и мнение, что придет другая власть, и их вполне можно, конечно, ликвидировать. Потому что без соблюдения процедур внесли определенные изменения в основной закон. Оно как пришло вот сомнительным путем, так оно и уйдет. Тем более, еще раз я говорю, что никто не прислушался к съезду видных конституционалистов, видных юристов, которые и эту Конституцию готовили, эту Конституцию, как сказал один из тех, которые готовили Конституцию, мы полистали 62 конституции 62 стран. То есть не просто так эту Конституцию принимали, а сидели, работали очень ответственно. И Конституционный суд, мы понимаем, что с 2013 года очень много документов принял в нарушении Конституции. Да, там определенные были ссылки о целесообразности, но тем не менее, даже если это целесообразно, без соблюдения законных процедур по изменению Конституции, это все временно. И еще такой момент касательно нашей страны. Молдова начала обширный процесс модернизации национальной армии, который включает как приобретение военной техники и оборудования, так и улучшение условий деятельности военных. И в этом контексте стало известно, что в Кишиневе будет построена военная база, которая также будет соответствовать европейским стандартам. Николай Петрович, как в целом вы оцениваете ситуацию в стране на фоне особенно вот этих тревожных сообщений о вооружении Молдовы? Мы, согласно Конституции, нейтральная страна. Об этом говорит Конституция. Да, это раз. И при том, если взять, вот так полистать историю, в марте 1994 года был референдум о том, чтобы наша Молдова стала нейтральной страной. Да. Поэтому то все, что делается, если будет какие-то базы у нас в стране, это в нарушении нашего нейтралитета. Ссылаются на то, что у нас в Приднестровском регионе есть группировка вооруженных сил России. Да, никто не скрывает, что это тоже нарушение. Но одновременно там эта группировка охраняет в Колбасне это вооружение, которое, не дай бог, расползется вот сейчас, когда идет на Украине такие события, если это вооружение расползется, это будет беда не только для Украины, не только для Молдовы, а и для всех окружающих нас стран. А так есть процедуры, которые четко говорят, что может делать нейтральная страна, что не может делать нейтральная страна. Если мы будем придерживаться этому, никто не говорит, что мы не должны модернизировать наше вооружение. Вот мы приводим всегда в пример Швейцария. Она нейтральная страна, но одновременно она очень много вкладывала в свою самооборону своих войск.
Есть Австрия, она другой модель нейтрального государства у нее. Они не вкладывали такие средства в свою оборону, как Швейцария. То есть мы нейтральная страна со своей спецификой. Но общие принципы в 1907 году были заложены в Гаагской документе, где четко говорится о том, что если мы там помогли сегодня одной из враждующих сторон, мы в случае, если к нам обратится другая сторона, мы должны тоже откликнуться. Но это не говорит о том, чтобы мы участвовали в прямом конфликте. В прямом конфликте нейтральная страна не может участвовать. Я говорю так подробно, потому что у нас в Кишиневе 12 декабря прошла конференция. 12 декабря – это День нейтральных государств. И конференция, на котором вот я сообщение тоже давал о том, что же такое нейтральное, потому что у нас... Ну, действительно, слово нейтралитет, да, оно подразумевает лексически одно значение. Да. Как говорит закон, как гласит, вот, тем более вы действительно привели в пример и Швейцарию, как бы с специфичным нейтралитетом, Да, и да, Австрию, а вот у Молдовы в чем может быть... Кстати, вот Швейцарию заставили быть нейтральной. А нас никто не заставлял. Нас волеизъявление народа было на нейтральный статус нашего государства, понимаете? Ну, никто не предполагал, что так могут развернуться события спустя 30 лет, можно сказать. Ну, вы знаете, что-то предполагалось, раз такой статус тогда всплыл, и его приняли. Что-то мы Может тогда... быть, мужи, которые сидели во главе каких-то властных структур в Европе, в Америке, не знаю. Но у советских мальчиков и девочек всегда было такое, что небо голубое, мирное небо, и войны быть не может. Да, но в 1994 году это было. Потом уже, да. А мы к 1994 году уже прошли и острую ситуацию в Гагаузии, и в Приднестровье. Поэтому мы понимали тогда, я думаю, что тот политический класс тогда, который принимал такие решения, он понимал, что это своего рода, такое сохранение, чувство самосохранения, что ли, этого государства, быть нейтральным. Я считаю, что это правильно, невзирая на то, что у нас определенные сложности есть в связи с этим. Но если мы сегодня не будем нейтральным, давайте так, между Румынией и Украиной, и мы какая-то такая буйная, воинственная страна, куда мы свою воинственность и буйность, куда мы направим? И темперамент. А скажите, Николай Петрович, относительно вот этих заявлений, в принципе, как со стороны ряда румынских депутатов, местных, и в Украине также звучали такие заявления относительно разделения территорий, которые раньше какому-либо государству принадлежали. И я имею в виду сейчас юг Бессарабии. Юг Бессарабии украинско молдавский? Есть и часть румынский. Вы знаете, такие моменты начались в Украине, когда там начали, как-то без совета с народом, что ли, начали переходить на обязательное обучение только на украинском языке. Независимо от того, эта школа какая была до 3 года назад, или 4 это было. Вот в тот момент тогда и государства выразили свои недовольства, и Румыния выразила, и Венгрия выразила свое недовольство в связи с такими моментами. И в народе тоже какие-то пошли такие. Я лично разговаривал с молдаванами, которые проживают в Ренийском районе, они соседствуют с моим селом, и мы на кладбище даже встречались в прошлом году, и они говорили, возмущались, говорят, как так? Вот у нас в 1838 году образовалась церковно-приходская молдавская школа, потом она стала румынской во время румын, потом обратно молдавская, но никогда она не была ни русской,
не украинская. А тут нам даже не спросили, вот, да, достаточно. Это, Перед фактом поставили. перед да. фактом поставили, и все. Я им говорил, говорю, а как гагаузы нам? Ну, говорит, вы привыкли, вот у вас там Адаптироваться, да? адаптироваться. А мы-то не привыкли, говорит, поэтому мы категорически против. Вот они говорили. Вероятно, из вот этого народного такого ну, обсуждения, что ли, и вот такое, как вы сказали, что и по Бессарабии прошлись. Конечно, печально, но это факт. Но давайте поговорим о Гагаузии. Избирательная кампания сейчас у нас в Да. разгаре. Да. Разные мнения о будущем Гагаузии озвучивают как конкуренты, так и их представители. И даже такие радикальные, что Гагаузия будет ликвидирована, если жители сделают неправильный выбор. Ну, относительно выбора мы не будем рассуждать. Николай Петрович, у каждого ведь он свой. Хочу услышать ваше мнение. Рискует ли Гагаузия остаться без автономии, учитывая взаимоотношения сегодня между Кишиневым и Камаратом? Ну, я немножко так назад отойду. Вот смотрите, в 90-х годах вот гагаузы попали на такое острие при принятии важнейших решений по народу Республики Молдова. Ведь решения были довольно кардинальные. Большая группа интеллигенции молдавской была за немедленное присоединение к Румынии, да. И тогда вот гагаузы оказались на таком острие, что с этой стороны были противники автономии, но кто говорит сейчас, что Москва там толкала гагаузов к автономии, это категорически неправильно. Москва была тоже против. В 89-м, 90-м, 91 году Москва была категорически против автономии гагаузов. И вот я в таких случаях говорю, что Божья помощь была на стороне гагаузов, что мы тогда смогли вот относительно бескровно, говорю, потому что там были такие ситуации, которые дошли действительно вот, и мы смогли не только самореализоваться, но в то же время на тот момент стать тем основой, что ли, чтобы Республика Молдова продолжала существовать дальше. Сегодня, вот как бы мы ни хотели, тревожная ситуация у меня тоже есть, что у нас немножко, хоть говорят, что история не повторяется, но сейчас гагаузы обратно вот выдвигаются на такой принципиальной позиции, где от гагаузов необходимо будет проявить себя очень мудро, очень взвешенно и с учетом не того, что было в 1812 году, не того, что было в 1990 году, 2014 и так далее, а вот из той сложившейся обстановки, когда вот сегоднашней сложившейся обстановки. И чтобы использовать правильно, да? Вот это... Да, что для этого нам надо, чтобы наш политический класс объединился и был единым, а не раздробленным. И я думаю, что на сегодняшний день, с учетом того, что Республика Молдова стала кандидатом вступления в Евросоюз, в некотором роде, это мое личное мнение, в некотором роде это определенная гарантия не того, что вот без спроса Румыния нас не поглотит. Понимаете? То есть мы не будем, как некоторые горячие головы говорили, что вот надо объединиться с Румынией, будем в Европе и так далее, и тому подобное. На сегодняшний день у нас один путь. Мы должны быть вместе с Республикой Молдова. У нас отдельного государства нет. У нас нету... Да, нам Турция помогает, да? Помогает. Конечно, безусловно. Конечно, помогает. Россия помогает, да? Но давайте так, я когда вот такой вопрос задаю, я сразу же говорю, Гагаузы, он Болградского района, Ренийского района, Россия помогла, когда Украина сказала,
Все, завтрашнего дня ваши школы будут на украинском языке, не на русском. Не помогла, не смогла помочь. То есть мы должны наладить очень деловые отношения с политическим классом Кишинева. Это прежде всего. Прежде всего с тем политическим классом, конечно, который ну, для гагаузов что? Главное, чтобы не был унионизм, да? Вот наши гагаузы, я категорически противник унионизма, при всем, что я говорю, у меня есть друзья в Румынии, простые люди, да не только простые, которые, ну, вот, они сами не хотят объединяться с нами, вот. А так против унионизма я сам. И я думаю, что вот на сегодняшний момент, если мы проявим мудрость и будем со здоровым политическим классом Кишинева будем думать об общих устремлениях этого государства, тогда мы, гагаузы, будем также быть тем важным звеном, которым мы оказались в 90-м году, а потом немножко притупилось это все. Да, в 2014 году снова проявили это. Есть там, конечно, вина и центра, и Кишинева, но я никогда не снимаю вины и с политического класса нашей республики, нашей гагаузской автономии. Я вот выступал года 2, говорил, что давайте мы, политический класс гагаузов, давайте мы встретимся, поговорим, выработаем такую, ну, не нравится вам эта национальная идея, но какой-то другим предложением, словом скажем, что мы хотим. Ну, в 90-м году ясно было. Сейчас что мы хотим, гагаузы? Вот вы как видите, Николай Петрович, есть эти возможности у политического класса здесь объединить свои силы? Ну, я думаю, особенно сейчас на фоне избирательной кампании. Ну, избирательная кампания закончится. Конечно. Да. Вот, ну, глядишь, к середине мая мы уже определимся с лидером Гагаузии. Я думаю, что если будет адекватный, ну, может, это слово неправильно, адекватный руководитель региона, я думаю, что он пойдет на это, потому что, ну, в нашем обществе оно как бы вот оно в ожидаемом режиме, допустим. Но вот этот режим ожидания достаточно долг. Да, вот, кстати, мы говорили сегодня о Великом национальном собрании, да? Верно. Я вот на последней конференции, да, и перед этим я говорил, что давайте мы возьмем за основу тоже пока, ну, говорили, съезд депутатов всех уровней и так далее, давайте мы тоже сделаем Великое национальное собрание на гагаузов, где мы выработаем направление. Мы не говорим, что там закон сделать. Я как законник, я не хочу, чтобы, я уже подчеркнул, чтобы на таких, но направлений движения, куда мы сейчас двинемся, что мы хотим в Гагаузии. Мы не хотим с Кишиневым, хотим с Кишиневым. Будем ругаться с Кишиневым, не будем ругаться с Кишиневым. С кем? С Румынией не хотим, там то далеко, Россия далеко, что будем делать? И вот эти вопросы мы должны, на эти вопросы мы должны услышать в первую очередь, конечно, ну, естественно, от народа, но политический класс должен взять на себя инициативу, которую политический класс наш потерял с 90-х годов, он где-то затерялся, где-то он так затих. Что решает наш политический класс? Ведь он есть, не только политический, интеллигенция, в конце концов. Ведь есть же у нас интеллигенция, у нас целый университет 30 лет готовит кадры. Где? Научно-исследовательский центр. Где эти люди, которые с тревогой бы собрали бы всех и сказали бы, давайте мы попробуем вот это направление, попробуем вот такое направление. Вот этот чрезвычайный съезд депутатов всех уровней, да, должен был состояться в октябре прошлого года. Да. Но мероприятий необходимости проведения
так долго говорили, Да, его и перенесли. перенесли. Причины назывались самые разные и разными людьми. Вот. Считаете ли вы, что к этому вопросу можно и следует вернуться, Николай Петрович? Ну, к примеру, после выборов, может быть. Я думаю, что да. Вы знаете, почему еще? Потому что мы не дождемся идеальных условий, когда чересчур будет едино и исполком, и народное собрание, вот что-то такое среднее, вот направляющее для исполкома, который не всегда доверяет народному собранию, и народное собрание, которое не всегда доверяет исполкому. Вот был бы такой форум, а ведь вы знаете, ведь многие эксперты нам говорят, что вы запустили вопросы автономии, которые необходимо решать. Вы ждете, чтобы кто-то пришел и решал ваши вопросы. Это не будет. Этого не будет. Даже изучение румынского языка Кишинев больших усилий не предпринимает, чтобы это была государственная программа, чтобы в школах изучали румынский язык как положено, как с носителями языка, чтобы не как иностранный язык, и чтобы наши дети, внуки могли конкурировать на равных структурах власти Кишинева. Но ведь на сегодняшний день, я это говорил не только в разных аудиториях, ведь на сегодняшний день у нас очень сложно найти даже на рядовых должностях в Кишиневе нашего гагауза, наших детей, наших внуков. Там моно руководство центральных органах центрального управления, там моноэтническое руководство. Да, не всегда это правильно, когда говорят, что наши дети и внуки не знают, даже не знаю, как государственный сказали, не говорить. Как говорили, наверное, да, до сих пор. Я обычно говорю молдо-румынский, чтобы не обижать никого, но это неправильно, но тем не менее, суть все равно переводится. Поэтому мы пришли к тому, что мы должны автономии, здесь мы сами принять определенные некомфортные условия для автономии, в том числе по языкам, по румынскому языку, по гагаузскому языку. Кстати, вследствие вот этого незнания гагаузского языка у нас так до сих пор нет главного прокурора Гагаузии. Ну да, вот видите. И вот главного прокурора Гагаузии это одно, а другое, что нету, и прокурора нету, есть нарушение еще закона, основного закона Гагаузии. Я на разных тоже площадках говорил, что хотим мы не хотим, мы должны пойти на такие условия нестандартные, они тяжелые. Но мы должны повернуться лицом к гагаузскому языку, к румынскому языку, пусть он сегодня так называется. Мне иногда говорят: ой, ты там говоришь такие вещи и на русском языке. Да нет, я, невзирая на то, что я давно уехал с гагаузского населенного пункта, я еще гагаузским владею и так на таком среднем уровне и румынским языком. Ну, я молдавский изучал, а сейчас сказали, что это уже... А так мы должны, вплоть до того, что в дошкольных учебных заведениях, вплоть до того, я не берусь сегодня, я не специалист совсем, но мы дошкольные учреждения должны больше 50% перевести на гагаузский язык. Кстати, меня спрашивают об этом тоже. Я говорю, есть примеры других стран. Вот некоторые там дошкольное и начальное образование на языке той страны, а потом говорят, пожалуйста, на английском, на французском. То есть как-то переходят эту тяжелую ситуацию, понимаете? Николай Петрович, в одном из ваших интервью вы сказали, что основной упор делается сейчас на исторические, культурные и духовные ценности гагаузов. Если раньше этими вопросами занимались специалисты узкого профиля, то теперь это стали инициировать общественные организации. Это и есть своего рода катализатор. Это и есть цель главная,
гагаузской общины. Вот Да. вы возглавляете гагаузскую общину. В этом году, кстати, 15 лет исполняется, как я поняла, правда? Вот. Насколько легко или, наоборот, сложно удается достигать этой цели, тем более сейчас, в нынешних условиях? Ну, вы знаете, я вот 15 лет назад ко мне подошли видные люди, я уже говорил это на других площадках, видные люди гагаузской интеллигенции, это покойный Куроглу, вот, Степан Степанович, Булгар Степан Степанович, потом наш известный певец Курудимов Степан Михайлович, который в Москве. Вот, и еще несколько, и буквально мне убедили, что необходимо вот заняться общественной работой. Я был далек от общественной работы, а они мне вот... Имелось в виду общественной работой жизни гагаузов на Да, территории Кишинева. да. И мне сказали, что вот на момент мы немножко отстаем от других общественных организаций национального толка, и необходимо нам укрепить. У нас был там Кардашлык был, Сырф, Виталий. Константин Дмитриевич, он покойный уже. Да. Вот он занимался этим, но они сказали, что вот период такой, надо усилить этот вопрос. И я тогда долго сомневался, но потом согласился. Вот. И мы определенную, я считаю, пользу мы принесли. Вот. Ну вот одно из достижений на начальном этапе особенно мы установили бюст, памятник Михаилу Чакиру на армянском кладбище. В Кишиневе, да. Но там немножко получилась ситуация сложная. Были из камня хорошего, не из камня, а из металла хорошего, потом его украли, вот, а потом уже с помощью исполкома мы сделали из камня его установили. Второй памятник, бюст, это за счет исполком был, а первый вот за счет наших членов гагаузской общины, ну и мое тоже. Я считаю, что это одно из самых вот таких достижений наших. Но да, вот мы перевели Конституцию. Можно взглянуть? Да, Конституцию. Это в 16 году было, да? Да, это было в 16 году по нашей инициативе, с помощью наших переводчиков, там Петр Афанасьевич Чеботарь его перевел, я тогда, вот мы сделали вот такое, никто больше это не делал. Международный документ перевели на гагаузский, это по хартии Совета Европы периодически проверяет состояние, как выполняется центральными властями наши законы о национальных меньшинствах, в том числе и о гагаузской автономии. И тут указано, вот Совет Европы указал в свое время тоже, что закон о Гагаузии не всегда выполняется центральными властями. Много еще моментов. Вот там есть библиотека имени Михаила Чакира. В Кишиневе, В Кишиневе, да. Мы там периодически встречаемся, делаем конференции, круглые столы. Кстати, сейчас там идет ремонт с помощью ТИКи. Спасибо. Там сейчас начался ремонт, и даст Бог, там будет нормальные условия. Но моя мечта была не это. Моя мечта была сделать в Кишиневе дом гагаузский. Что стало препятствием? Что стало барьером, Николай Петрович? Вот, и не получилось. Наверное, опять все уперлось в финансы? Естественно, финансы. Ну и не только финансы, но я бы не хотел бы это взаимопонимание с властями нашей автономии. Мы почти начали, было при предыдущем Башкане, при Формузале, начали эту идею. У меня была идея такая, что это дом, гагаузский дом или культурный центр Гагаузии.
Вот, сделать в Кишиневе, ну почему нет, с флагами Гагаузии, Республики Молдова, там, чтобы был приемная башкана, библиотека, воскресную школу, если бы Да, можно было. православную. Но, увы, это пока осталось в моих мечтах, не знаю, Ну, будет ли давайте это верить, что когда-то. эта мечта все-таки, может быть, станет реальностью. Николай Да, Петрович, у да. нас есть вопрос. К сожалению, у нас сегодня нет возможности принимать телефонные звонки. Ну, А вопрос от председателя старейшин Гагаузии мгм. Романова, простите, Василий Василия Романовича, Романовича да, да, Арнаута. Арнаута, да. В Молдове большой экономический кризис, особенно для пожилых людей. В то же время тратятся огромные средства на обеспечение обороны. От кого нам защищаться, если Румыния и Украина наши соседи, наши братья? Это не столько вопрос, наверное, Ну сколько да. точка зрения по Вы теме, знаете, которую мы да, озвучили да. чуть И раньше. мне спрашивают часто об этом, говорят, что вот вы предлагаете по языку, Мгм. вы предлагаете, да, кстати, по православной вере. Я сторонник давно, чтобы у нас была своя благочиния здесь, в Камрате. Мы даже пытались в свое время это сделать, вот, но не получилось. Я сторонник того, чтобы Михаила Чекира сделали святым, и было движение, потом, ну, мы... Ну, кстати, действительно были, были да. такие серьезные предпосылки для Были этого. предпосылки, но, увы, у гагаузской общины нет административного ресурса, который сегодня, вот этот административный ресурс, выдвинулся при принятии каких-то решений или при достижении целей каких-то, он выдвинулся один из наиболее важнейших. И мне спрашивают, а почему про экономику ты не говоришь? Я говорю, экономику мы будем делать независимо от поставленных целей. Мы сегодня давайте будем говорить, Кагули экономика не развивается, там нет автономии. Там развивается экономика. Человек это делает. Да, А всё мы верно. говорим о Это том, не только в что... Кагуле, да, это в каждом ну я населенном пункте. один пример Образно, да. взял образно, что, конечно, власть, которая будет выбрана, ну, я уже говорил, как 3 столпа. Первый это экономикой, обязательно должны заниматься. Второе языком, третье верой. Вот про языки я сказал, что мы должны посмотреть по начальному образованию что-то очень непопулярно, но непросто. Я приводил пример, вот Ирландия до сих пор не смогла отойти от давления английского над Ирландией, ирландским языком. Вот. И по вере я сказал, я хотел бы, чтобы здесь благочиние было, или в крайнем случае викариат, пока викариат. Вот. Ну, а экономика это само собой. Вот 3 столпа, на котором должен опираться наша автономия. А эти столпы должны подпирать единство нашего политического класса, единство нашего народа. Народ вообще един наш. Вот политический класс в раздрае. Вот. Знаете, вот, про нейтральность Василий Романович, видать, я сказал, что такое нейтральность, и что я за нейтральный статус Республики Молдова. Я думаю, что Василий Романович, мы поговорим отдельно. Ну, учитывая трудолюбие гагаузов, учитывая все-таки любовь к своей родине, она есть. Как бы ни говорили о том, что кто-то говорит патриотизм, но, на мой взгляд, все-таки это слово теряет своей значимости в последнее время. Есть у гагаузов все то, что может вот эти 3 столпа, которые вы назвали, стать таким вот неким катализатором того, что эти столпы будут в таком не в движении, а в развитии нарастающем. Я уверен, что если мы не обратим внимание на эти 3 столпа, если будем только обращать на один столб, ну, экономически покушать, там это все взаимосвязано. Вот эти взаимосвязи, если мы весь наш класс, наш народ, мы потеряем автономию.
Все-таки вы также допускаете эту Я мысль? допускаю, потому что не может быть анклав чужого государства вечно существовать в другом государстве. Мы на русском языке 95% говорим. А что вы считаете важным, Николай Петрович, в том, чтобы была достигнута эта цель? Да, безусловно, это единение политических сил здесь, на территории гагаузской автономии, конечно, и последующее сохранение. Но вот власти делают, власти принимают, я имею в виду и законодательный, и исполнительный Да. орган, как бы попытки есть, и результат, может быть, тоже есть положительный, но он пока еще в таком вот в развивающем я с вами состоянии. согласен, поэтому я Просто я за и спасение гагаузского Да. языка и распространение. Да. не Поэтому помню я и вас. как бы это вот то, что я говорю, это с одной стороны такое боль, и с другой стороны призыв к нашей интеллигенции, призыв к нашим А вот вы чем политическому объясняете, классу. что люди не хотят говорить на своем родном языке здесь, в Гагаузии? Ну, Вот вы есть- человек советской закалки, скажем так, да? Вы уехали давно из Да. населенного пункта, в котором говорили, жили люди гагаузы. Чем вы объясняете вот эта сегодняшняя такая вот аморфность к своему языку родному? Потому что сегодня она не нужна, нету мотивации. Вот давайте А вы так. считаете, что на языке родном надо говорить за деньги, вот как это было в одном из населенных Нет, пунктов не за Гагаузии? деньги. Предлагали семьям, вот если вы будете говорить на гагаузском, ну, вот определенное количество, определенная сумма денег. Кстати, в Ирландии этот момент тоже присутствует. И до сих пор. До сих пор, да. Вот там, Вот где насколько он действенен. преподается ирландский язык, для того, чтобы его развивать, преподавателям ирландского языка платят больше дополнительно, чем тем, которые говорят, что вот английский язык, зачем нам этот ирландский, куда мы пойдем с этим ирландским. Ну, у нас тоже учителя гагаузского Да. языка также получают заработную правильно, плату значит. чуть выше, нежели преподаватели, преподающие. Но они один, пошли скажем, на предмет. следующий шаг. Какой? Они его внедрили в органы управления, свой язык. Не полностью, у них не получается. Я изучал этот момент. Я изучал этот момент, как у них идет, и сравнивали, мы с одним моим коллегой, сравнивали, как идет эта процедура в Объединенных Арабских Эмиратах, где 15% местные население, а 85% приезжие. И там тоже арабы говорили, зачем нам этот арабский, кругом английский. И тогда они волевым усилием сделали дошкольное и начальное образование только на арабском. Ирландии это не могут делать, они в другой ситуации. Поэтому я примерно как Ирландии и предлагаю, чтобы... Ну, экономика Ирландии, конечно, Она это один из столпов, о котором вы 20 говорили. лет назад этой экономики не было. Давайте так. А Ирландия Я была я одна из хотела самых отстающих, отстающих стран стран. Европы. Я вам Но говорю. я имею в виду, что в сравнении с экономикой Гагаузии. Даже 20 лет назад Вы знаете, что такое экономика Гагаузии? Я когда-то работал на достаточно таком, где в органе, где и рассматривал приходили люди с проектами экономическими, и мы рассматривали их, как они могут быть в Республике Молдова. Насколько они реализуемы здесь, Да. имеется в виду, да? Так вот, одно из основных препятствий для того, чтобы внедрять вот этот экономический проект, это маленькая Молдова. А мы говорим про Гагаузию. Которая еще в разы меньше, да? Конечно. Поэтому мне говорили, извините, вот если бы вы были с Украиной вместе или с Румынией, мы бы и деньги сюда, как говорится, и построили бы что-то и так далее. То есть инвестиций было бы на порядок Инвестиции больше. на порядок больше. А так мы изучили, и мы уходим. Уходим в Румынию или уходим в Украину, где больший рынок. А мы сегодня требуем, и не мы требуем, а наши кандидаты в башканы
я просто за голову хватаюсь, когда слушаю, какие инвестиции они думают здесь, в Гагаузии, привлечь. Не привлечем мы такие инвестиции хотя бы без государства Республика Молдова. Николай Петрович, вы заговорили о масштабах, да, Молдовы, потому как, Да. имею в виду площадь, да? Я не пессимист. Но не я вспомнила пессимист. Монако, которая чуть-чуть, по-моему, на уровне Камрата разве что. Монако это отдельный случай. Николай Петрович, Да. вопросов еще есть масса, и я бы, конечно же, еще бы поговорила с вами, но хочу еще один такой вопрос относительно того, что у нас все-таки избирательная кампания, вернуться к этой теме. Считаете ли вы, что события последних лет показали, что Гагаузии нужен настоящий лидер, и чтобы вывести экономику на более высокий уровень, скажем так, и кого вы видите в лидерах? Сейчас я не имею в виду пофамильно, конечно, человека, какими качествами должен обладать лидер Гагаузии? Вы знаете, я глубоко убежден, что в данном случае мы должны... приведу пример. Вот мы идем к врачу, да, со своим ребенком. Мы смотрим на что? Чтобы этот врач был опытный, чтобы он обладал знаниями, чтобы он практикой и так далее. Просто почему мы должны политиков, кто нами будет управлять, брать с детского садика? Я так иногда подхожу, выражаюсь. Я ничего не имею против 8 кандидатов. Все они живые люди, все имеют свои сильные стороны, все имеют грехи. Грехи имеют все. Так все без мы этого грешные, да. все мы грешные, да. Но я бы, конечно, призвал бы, чтобы голосовали за тех, кто уже имеет опыт работы. Ведь русская пословица что говорит? За одного битого, двоих небитых, да? А вот битый они уже имеют. У нас из 8 есть кандидаты, которые прошли очень хорошую школу, которых побили, которые сделали определенные выводы. Определенные выводы, если сделали, и здесь легче смотрится, чем мне со стороны. Поэтому я считаю, что необходимо, чтобы здесь был опытный руководитель, патриот руководитель, и тот, который, еще раз повторяю, сможет найти общий язык с Кишиневым. Не получится у нас ничего, если мы не будем едины вместе с молдавской нацией в построении этого государства. Нас 4,5%, да, из общего. Ближе к 5. Мы не должны манией величия страдать. Да, ни в коем случае мы не должны и унижаться, но манией величия тоже не должны страдать. Да, мы должны опираться на турецкую помощь. Да, мы историческую память в отношении России не должны притушить, но мы должны исходить из реальности, что нам надо жить в нашей стране, нашей Республике Молдова. Огромное спасибо, Николай Петрович, что приняли приглашение. И в завершении у вас есть возможность обратиться к нашим зрителям и слушателям с предпасхальными пожеланиями. Да, конечно. Я хотел бы обратиться ко всем нашим гагаузам, не только гагаузам, жителям гагаузской автономии со словами о том, что мы помнили, что у нас один Бог, чтобы мы ходили в церкви, чтобы мы в церкви слушали молитвы наших священнослужителей, а может после этого подойти к святым иконам, кому какой больше нравится, и уж высказать какую-то свою боль перед этим святым, покаяться, попросить прощения. Я очень хотел бы, чтобы все мы не забыли, что все мы ходим под Богом. С наступающим праздником! Спасибо за интересный диалог. Напомню, что сегодня мы говорили с главой Гагаузской общины Молдовы, доктором права Николаем
Терзи. Николай Петрович, большая благодарность вам и, конечно, всем нашим зрителям и слушателям за то, что провели этот час с каналом ГРТ. Всем мира, всем добра, до новых встреч.